Просто когда мы говорим же о Михаиле Ефимовиче, да, так сказать, надо помнить, что он был очень успешным министром сельского хозяйства. Да, 1979 год-85 год он был 6 лет, да, буквально министром очень сильным и очень успешным сельского хозяйства. Я очень хорошо это помню, потому что он приезжал к нам в деревню, останавливался даже у нас дома, да, потому что у меня дедушка был очень известный человек, да, кстати, и он у нас останавливался и все время, значит, рассказывал совершенно новые вещи, которые он хотел, значит, развивать. Это вот так называемый сапропель, да, кстати, это была такая великая тема о том, что надо, значит, в Якутских озерах, значит, искать вот из дна, вытаскивать из дна озер, значит, какие-то там органические остатки, да, кстати, все это определенным образом обрабатывая, давать это крупному рогатому скоту, чтобы повысить, значит, питательные свойства, да, их кормов. Потом комбикорма пошли, потом разные вещи, потом дети пошли, значит, за костным этим мукой, так называемой, да, кстати, там целая тема была. Я вот помню все эти годы, как вечная борьба за увеличение, значит, надоев, да, кстати, в сельском хозяйстве было невероятно огромное количество разных мероприятий, да, связанных с этим, особенно помню, это было торжество мелиорации, это вообще нереально. Вы свидетели этого или нет, как тут мелиораторы работали, там все копали, куча денег там, да, кстати, это было что-то феноменальное. В то время я очень хорошо это помню, да, кстати, что вся республика же прямо жила, так сказать, как говорится, всеми этими новостями, да, так сказать, о трудовых достижениях в сельском хозяйстве, потому что реально это то, что делало наше население, да, так сказать, и остальное мы практически не знали, да, так сказать. И что самое хорошее, да, что Михаил Ефимович, будучи министром, он еще также развивал науку. Наверное, он один из первых людей, который вообще на Дальнем Востоке Сибири открыл кафедру озероведения. Да, так сказать. То есть, опять же, вот эта тема, связанная с сапропелью, да, так сказать. Значит, надо было изучать озера, которых очень много в Якутии, да, так сказать. И вот он создал знаменитую кафедру озероведения в ЯГУ, да, так сказать, в нашем Якутском государственном университете. Это вот такая феноменальная тема была. Ну, у меня вот, значит, у нас был музей такой, да, кстати, я его приводил в музей Михаила Ефимовича, да, и очень много там всяких этих животных, которые сделали чучела, да, кстати, а я там занимался тем, что делал тоже много чучел и показывал ему турухтанов и прочее, да, и рассказываю, что каждый турухтан, он абсолютно разный по форме, да, кстати, и по свету. Это невозможно найти два одинаковых, да, кстати, вот это генетическое разнообразие. И в то время, соответственно, да, кстати, вопросы генетики и прочее вставали, а когда образование он получал, да, кстати, еще же была сильна лысенковская теория, да, кстати, как раз неоламаркизма, да, поэтому идеи вот эти проникали у нас с трудом, но Михаил Ефимович был уже готов к этому. Потому что как человек деятельный, интересующийся, он всегда ловил там волну новых идей, новых научных достижений, он всегда шел к этому. Он всегда мне рассказывал, 79 год, когда он посетил Сокольников, выставку народного достижения, говорю, народного хозяйства США, да, так сказать, выставка была в Сокольниках, и показывали первые компьютеры, которые используют американцы у себя дома. И вот он такой восхищенный там ходил, все это смотрел, да, кстати, и в это время пришел там министр по радиопромышленности технологической Советского Союза и сказал, это не наш путь, мы пойдем другим путем, нам компьютеры не нужны. Да, кстати, это было тогда сказано, да, кстати, и он удивился, да как это так, вот если люди там настолько хорошо все это используют для блага своих вот как раз бытовых условий, там улучшения их, то почему мы это не используем, да? Вот эти вопросы, потому что он человек критически мыслящий, поэтому эти вопросы всегда были у него, да, так сказать. И вот мы сейчас вспоминаем, что каждому человеку, да, так сказать, нужно быть примерно как Михаил Ефимович, да, все время искать новые подходы, быть таким творческим, да, так сказать, никогда не останавливаться и развиваться. Вот это то, что мы можем сказать, самое замечательное было в нашем великом земляке Михаиле Ефимовиче. Мы всегда можем помнить об этом, да, кстати, и говорить, что в любом месте человек мог найти новое и идти развиваться дальше.
Ну и большие надежды, конечно, он возлагал на как раз на филиал Актемский, да, так сказать, что он должен развиваться и прочее. У нас в 99 году, когда я был помощником Михаила Ефимовича Николаева, да, так сказать, возникла такая идея, каким образом сделать высшее образование. Да, должно быть оно элитным или массовым. И вот идея массовости высшего образования, она очень импонирует нам, потому что у нас маленькое население, и если мы получаем высшее образование, а не какая-то очень узкая группа людей, то эффект будет большой, потому что эффект от обычного, значит, повышения общего уровня, он бывает невероятно большой, когда у нас маленькое население, естественно, да, так сказать. Поэтому Михаил Ефимович задался вопросом, каким образом увеличить количество людей с высшим образованием. И я ему предлагаю очень простую вещь, да, так сказать. Надо сделать образование сетевым и сделать таким, чтобы у нас было побольше людей, да, так сказать, взаимодействовало в этой общем сообществе людей с высшим образованием. И поэтому вот предложение такое было как раз, да, открыть в каждом районном центре филиал, значит, например, Якутского государственного университета. Или филиал, значит, Актемский филиал, допустим, да, потому что таким образом мы бы могли повысить и возможности сетевого обучения, также увеличить наше сообщество, потому что они же не только здесь учатся, да, но постоянно же мог быть приток, там, отток и прочее людей, преподавателей, людей, которые могли бы какую-то часть времени учиться здесь, в Якутске, в других местах. И это увеличивало таким образом вероятность возникновения такого сообщества очень высокообразованных людей. Дело в том, что самое главное же дать человеку или возможность людям, да, так сказать, зажечься идеей образования. Да, так сказать. Идея образования, она должна постоянно идти. Да, так сказать. Это же не образование, вы здесь взяли образование, а потом всю жизнь будете нести те знания, которые вы получили. Наоборот же, надо образование иметь в виду, что вы постоянно обучаетесь, постоянно обновляете и развиваетесь. Университет не должен просто давать знания, он должен давать способность человеку учиться, способность человеку самому организовать себя для того, чтобы получать новые знания. Вот это была основная идея тогда Михаила Ефимовича относительно сетевого образования, создания филиалов и прочее.